Промышленные взрывы инициируют сейсмическую активность, а миграции сейсмических процессов, о которой говорят некоторые ученые, на самом деле нет. К таким выводам пришла группа ученых в процессе создания первой детальной сейсмической карты Восточной Сибири. В среду ее презентовали в Академии наук Якутии. Наш корреспондент Сергей Алексеев о том, как велась работа над созданием этой карты, и расскажет, в каких именно направлениях результаты исследования принесут пользу региону. Над картой работали с 2012 года специалисты нескольких научных институтов. Ученые уверены, она поможет при проектировании и строительстве крупных промышленных объектов на сейсмоопасных территориях. Уникальность этой карты, она как раз заключается в том, что, в принципе, мы создали основу, на которую можно нанести, и мы нанесли фактически ту степень угрозы, которая существует по каждым районам. Значит, те зоны, по которым были выделены бальность и по магнитуде, значит, различных событий, это, мягко говоря, первая такая, по-бытовому говоря, честная карта, в которой без всяких, значит, каких-то домыслов ученые изложили тот фактический материал, который есть на самом деле. Карта охватывает Магаданскую область, Республику Саха, Сахалин, Приморье, Хабаровский край, Забайкалье и Сибирь. Исследования позволили также увеличить сейсмичность некоторых районов. Так, например, с 6 до 8 баллов увеличена сейсмическая активность Южной Якутии, где располагаются крупные промышленные объекты, а в Якутске до 6 баллов. Кроме того, ученые выявили, что промышленные взрывы провоцируют сейсмическую активность. Мы изучали сейсмику взрывов и обнаружили, что массовые взрывы на разрезах, после них спустя или сразу же, или спустя какое-то время происходит землетрясение небольшой мощности. Как правило, эти землетрясения или приурочены к пунктам взрыва, то есть к тем местам, или же, вот если говорить о разрезе Нерюнгринский, то северо-западнее, то есть там тектонический разлом, который активный, они приурочены вот к этому разлому. Хотя они и небольшие, там, скажем, эти землетрясения, 2-3 балла, да, но вот их частота и, скажем, большое количество, и сразу же после взрыва, тоже вызывает некие опасения, потому что все же это, во-первых, мы вмешиваемся в природную среду, да, нарушаем ее равновесие. А во-вторых, землетрясения, они могут из опыта таких землетрясений, которые проходили на Кузбассе, они могут достигать и 5-6 баллов. Ученые опровергли обсуждаемое в последнее время предположение в научном мире о существовании миграции сейсмических процессов. В Якутии самые опасные сейсмически активные точки находятся на севере республики. К примеру, в Тикси. Именно по этой причине в свое время по рекомендации ученых отказались от идеи строительства атомной электростанции. Создатели карты надеются, что результат их работы помимо научной ценности поможет властям и службам МЧС владеть полной и достоверной информацией, чтобы при возникновении землетрясений предотвратить возможные катастрофические последствия. Сергей Алексеев, Туяр Филиппова, Дмитрий Сергучев. Якутия день за днем.